всем привет! Это Батыр Шоу, меня зовут Ильяс Батыргариев, и сегодня мы в Екатеринбурге. Все мы знаем сложную историческую судьбу города и в целом края. Конечно же, мы помним о промышленниках. Кстати, вот это знаковое место, плотинку сделали именно они. Здесь есть соответствующее напоминание об этом. Но сегодня, в День народного единства, мы хотим поговорить, наверное, о душе Свердловской области. И, конечно же, мы сделаем это с помощью замечательных людей. Прямо сейчас мы начинаем, а вам приятного просмотра. Как известно, в Свердловской области и в частности в Екатеринбурге так исторически сложилось, что около 5 народностей основных, а всего больше 160 национальностей. Вот из основных, конечно же, русские, марийцы, татары, башкиры и многие другие национальности, которые вот сегодня, конечно же, хорошим поводом стало для встречи на фестивале традиций и обычаи народов России. Мы видим здесь расписание, так как в эпидемиологической обстановке решили перенести все в онлайн, но самых активных пригласили сюда. С ними мы сейчас и пообщаемся. Русская культура – это великая, могучая культура. И мы проводим множество фестивалей, концертных программ, но мы всегда приглашаем людей других национальностей. Мы дружим со всеми национально-культурными и общественными организациями. Казахов в самом городе, конечно, мало, а в области есть много таких населенных пунктов, где проживает компактно народа казахского. Россия едина, когда все дружны, когда сплочены. Бүгінгі мереке құтты болсын ағайын. Пора кече пагалама елташ влак, Урал Марий влак, и моло калгла, куду же тыштыйлат. Цыгане Свердловской области – это граждане Российской Федерации, которые населяют Россию уже более 500 лет. Это, можно сказать, коренные жители. Как живут цыгане, так живет Россия. Тайван Бахтале, Сарарума. Слушайте, ну это вообще полное погружение в культуру, в народности. Но вот скажите, пожалуйста, вот с чего нужно начинать учить, может быть, вот культуру народа, да? Вот я вижу, у вас костюмы такие красивые. Вот с чего еще посоветуете? Воспитание, Воспитание, родителей, ага. Да, с языка. Я хотела сказать еще, что вот с костюма начинается. Вот это у меня досталось от прабабушки. Вот видите, они старинные монетные. Пирогов бабушкиных из русской печи. О, мы прямо сейчас начинаем изучать кухню Свердловской области, а начнем мы с грузинской кухни. Вот мы и оказались на кухне. Сейчас мы познакомимся с поваром, который покажет нам все азы и секреты грузинской кухни, да? Правильно? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Расим. Давайте вы так. Как? Давай, Расим. Расим, очень приятно. Так, пожалуйста. Пойдем, Ой, пожалуйста. какая красивая. Ну, смотрите, это милота. Ну все, мы начинаем. Киви! Окей? Так, и мы с вами готовим долму сегодня с виноградными листьями, чтобы не отличаться от наших поваров, что они не поняли, что мы тут не профессионалы, да? Мы с вами немного припудримся в пикарей, да? Окей, малыш? Тебя будем? А где? Это чья мама? Прям сильно жестко. Нос давай. Уши. Кто меня слышит? Постучали кулачками по столу. На счет 3 гиви. Раз, два, три. Киви! Все, окей. Мы с вами начнем сегодня с долмы. Долма — это, можно сказать, голубцы, только грузинские голубцы. У них обертка — это виноградные листья маринованные. Внутрь также кладется фарш, в который добавляется зира, немножко томатного сока и рис. То есть это голубцы, только грузинские. И они размером в 5 раз меньше, чем обычные. Мороженое будет с гранатовым соком и гранатовым. Да, берем виноградные листья и раскладываем на пергамент. Нам каждый листик нужно разложить отдельно. Каждый листик — это будет маленькая долма. У нас есть фарш. Его нужно перемешать с рисом. Добавляем сюда фарш. Давай, перемешиваем. Долма тоже готовится особым способом, не просто варится или тушится.
Всегда ее готовят на кастрюле с очень толстым дном. Так как готовится на небольшой температуре, кладутся листья долмы. Из этих листьев долмы выходит сок, кислый виноградный. Вот в нем они, получается, и томятся. Слушайте, ну когда вот сам приготовил, да, вместе с профессиональным поваром, то, конечно, и пробовать тоже очень, прям очень волнительно, потому что как-то прям очень, пахнет очень вкусно. Да и само тоже очень, да прям язык можно проглотить. Давайте пожелаем им, конечно, успехов. Спасибо, что так приняли. Спасибо. Рахмат, думайте, Рахмат. Все, мы идем дальше. Приехав в Екатеринбург, конечно, нельзя не посетить замечательное место Арамильская Слобода. Он находится в самом городе Арамиль, в 25 километрах от города. Буквально 5 лет назад здесь был просто парк с выходом на пруд. Сейчас же мы видим, что это большой исторический комплекс. Называть можно как угодно, но в первую очередь, как только мы вошли на территорию, мы увидели ту самую крепость. Давайте подробнее узнаем прямо сейчас. Крепость Арамильской Слободы. Мало того, что она технологична, вы только посмотрите, какое здесь решение сделано, чтобы открывалась дверь. Ну и как она скрипит тоже исторически. О, красиво. Пойдемте. Здесь есть два дома. Один бытовой, другой военный, в котором есть и самый настоящий колокол. К слову, Арамильская Слобода имеет женское начало. И вот вы не представляете, женщина оказалась башкирка неописуемой красоты. И вот следующее стихотворение о ней. Красавица башкирка, неземная жила слияние, хоть без дворцов, но на века для жителей родная. Я девушка, я женщина, я мать, уральских городов исток, начало. И по-мужски прошу не называть. Хочу, чтобы имя мое с нежностью звучало. Сверху открывается замечательный вид на казачье хозяйство. Здесь мы видим все как на ладони. Здесь, пожалуйста, верный друг, конь Каскад и все остальное хозяйство. Ну а прямо сейчас мы находимся на смотровой. Чуть-чуть надо выше подняться, и отсюда видно врага, башкира, говорит башкир. Ну а после такого полного погружения в историю самое время подкрепиться как настоящие казаки. А что кушают на обед? Вот нам обещали, что суп, бульон и еще ожидаем пельмешки. Ну что, приятного аппетита! Поели, теперь надо бы и поработать. Поедем в город, запрягай Каскада. Поехали. Но чтобы поработать ручками, мы направляемся в центр традиционной народной культуры Среднего Урала. Пойдемте за мной. Ох, куда это меня занесло-то, смотрите. Ну это прям что-то купеческое, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей вас зовут. Да, очень. А вас Ильяс? Да, очень приятно познакомиться, рад встрече. Очень много о вас слышал. Расскажите, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь? И такое современное, я бы сказал, помещение
Есть история, да, у этого помещения? Да, это памятник архитектуры, особняк Ашуркова. Здесь центр традиционной народной культуры Среднего Урала располагается. Здесь мастерские ремесленные, здесь много всего. Есть гончарка, роспись, ну и также мы здесь занимаемся резьбой по дереву. То есть сохраняем традиции и приумножаем. То есть, Я вижу, здесь и молодые тоже есть. Да, конечно, Давайте парни. представим их. Это Роман, это Леонид. Парни занимаются второй год уже резьбой по дереву. Парни, все в вашем возрасте в компьютерные игры играют, а вы здесь вот в подвале что-то делаете. Откуда интерес? Ну, вообще очень нравится вырезать по дереву. Это определенное такое искусство. Нам очень нравится. Вот мы делаем пряничные формы всякие. Вот. Всякие эскизы из дерева можем делать. И для тебя приготовили пробы пера. Да. Раз ты уже увидишь. Отвертеться не получится. Нет, без вариантов. Ну давайте, я уже... Даже у вас фартук, мастер Да. Свердловской области. Ну, это большая честь. Да. Большая честь. Да. Я надеюсь, что я оправдаю. Так как я из Башкортостана, у мастера я заказал, конечно же, цветок курая. И вот сейчас в купеческом здании в центре Екатеринбурга мы сотворим чудо и, конечно же, сделаем свой настоящий курай. Для начала нужно сделать эскиз, да, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. А вы, кстати, вы профессионально делаете курай? Вы вообще делали когда-нибудь курай? Я курай еще ни разу не делал. Это вот первый раз. Посмотрите. У меня тоже дебют здесь. Я думаю, мы справимся. Скопировали. Красота. Вот не скопировали. Нет, вот смотрите. Коллективный труд. Ох, как красиво бумага. Вот такой вот символ моего народа удалось сделать. Сейчас, конечно же, подлежит такой шкурке, чтобы привести в порядок. В целом, хочу сказать спасибо большое. Знаете, руками работать это прекрасно. Это прекрасно. Очень надеюсь, что вы мне поможете довести до ума. Да, без вариантов. Вот. И, конечно же, желаю вам процветания, успехов. Пусть ваши мальчишки, конечно, перенимают опыт. Это вообще чудесно. Спасибо большое. Хорошо, спасибо вам. Конечно, мы затронули только малую часть культуры и традиций тех народов, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области. Но под конец нашей передачи мы не могли не узнать и не познать азы традиционной русской кухни. И поэтому мы пришли в Дом актера. Я думаю, будет интересно. Пойдемте вместе со мной. Сегодня мы с вами приготовим ватрушку с картофелем. Ну или как раньше называлось, шаньга. Для этого мы используем сдобное дрожжевое тесто. Ну и все, руками можешь подправить. Да, с нами, конечно, это в цех пока не пойдешь. Пока ждем, мы будем что-то... Приготовим пельмени. Завершаем. Ну и как в любой российской семье, вот маленьким вкладом делаем большое дело. Ну что, заждались? Вот и готово наши блюда. Аромат-то какой, да? Так, идемте. Где ваши тарелки? Маш, Полина, вы что здесь делаете? Да, Получились отлично. да? Мне кажется, вы нам помогли. Сами там это сварили. Попейте. Ох ты. От ароматов можно сойти с ума, но главное помните, что еда всегда вкуснее, если она сделана с любовью и в кругу друзей. Да ведь, ребят?
Всем приятного аппетита. Мы сделали хорошее дело. Кушай. Елисей, давай. Пообщавшись лишь с малой частью тех людей, кто на своей земле горит своим делом, помнит, конечно же, предания своих предков и хочет передать своим потомкам, можно сделать один большой вывод, что каждый из них, конечно же, хочет внести свой маленький, а где-то большой, но посильный вклад в общее дело и тем самым нарисовать такую картину единства всех наций, кто живет в Свердловской области. Это Батыр Шоу, спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно.